Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на международном научном симпозиуме «Исследования древней культуры» вчера и сегодня. 22 октября в Национальной библиотеке Таджикистана основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на международном научном симпозиуме «Исследования древней культуры» вчера и сегодня. В работе этого масштабного научного симпозиума принимают участие представители интеллигенции страны и зарубежные гости. Мероприятие открыл президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими и передал слово президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Глава государства вначале от имени гостеприимного народа Таджикистана поприветствовал присутствующих гостей международного симпозиума и пожелал успехов и достижений в работе. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, цель симпозиума и сбор в столице Таджикистана ученых и экспертов расценил как новый взгляд и подход к 1120-летию государства саманидов, славной эпохи истории таджикского народа, как почитание и дань уважения этому великому наследию, то есть истории и культуры периода государственного правления саманидов, созидательной роли этой арийской династии в развитии государственности таджиков и других народов региона и мира, и рассмотрение ее с точки зрения принципов социально-исторических, философских и культурных ценностей, изучение культурных исторических традиций, особенно достойного места национальных праздников арийских народов – Навруза, Мехргона и Сада, формирование цивилизаций Востока и Запада, а также роли Кира Великого и Борбада Марвази. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность, что ученые исследуют философскую и социальную суть этих праздников и на основе современного мышления еще больше осветят гуманистическое начало этих традиций. Было подчеркнуто, что сегодня в условиях тотальной глобализации и столкновения цивилизаций большое значение приобретает обращение к истории, национальным ценностям во имя сохранения добрых традиций и обычаев предков, защиты политической и культурной независимости. Со времен Кира до эпохи саманидов в искусстве и культуре было создано много ценных произведений, поэтому изучение концептуальных вопросов истории и формирования искусства, процесса возрождения музыкальных жанров, открытие национальных мотивов и исследование малоосвещенных сторон личности Борбада Марвази и его роли в развитии национальной музыки являются важными темами, которые требуют глубокого сравнительного и исторического исследования. В конце своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз пожелал успехов и достижений в работе международного научного симпозиума «Исследования древней культуры» вчера и сегодня. После речи лидера нации в ходе работы симпозиума также выступили профессор Масуди Миршохи, председатель общества Рудаки во Франции, Мария Дрожина, музыковед, сотрудник Новосибирской консерватории Российской Федерации, Ромин Фарханги, председатель фонда Манучехри Фарханги, Соединенные Штаты Америки, Уммер Абрамион, руководитель научного центра Куруши Бузург, Великий Кир, Австралия, профессор Хусейн Содики, Швейцария, Бобур Хамидов из Узбекистана и поэт Масуди Сипан. Также в Национальной библиотеке Таджикистана основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в контексте международного научного симпозиума «Исследования древней культуры» вчера и сегодня провел встречу с группой гостей из зарубежных стран, участниц симпозиума. В Национальной библиотеке Таджикистана основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в контексте международного научного симпозиума «Исследования древней культуры» вчера и сегодня провел встречу с группой гостей из зарубежных стран, участниц симпозиума. В начале встречи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз поприветствовал гостей с их прибытием в Таджикистан и пожелал им успехов в их научной, творческой и культурной деятельности.
деятельности. На теплой встрече произошел обмен мнениями о целях и значении международного научного симпозиума в Душанбе, плодотворных культурных отношениях Таджикистана со странами мира и роли общества таджиков и персоязычных народов мира Пайванд. Лидер нации, уважаемый Эмомали-Рахмон, дал высокую оценку заслугам общества Пайванд, эффективной деятельности находящихся за пределами страны обществ таджиков и персоязычных, а также их вкладу в формирование единой культуры. Президент страны, уважаемый Эмомали-Рахмон, призвал зарубежных деятелей науки и культуры наладить плодотворное сотрудничество с научными и творческими кругами и интеллигенцией Таджикистана и принимать активное участие в праздновании национальных и международных праздников в Таджикистане. В ходе встречи гости и участники Международного научного симпозиума «Исследование древней культуры» вчера и сегодня выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали-Рахмону, за теплый и искренний прием и организацию на высоком уровне работы научного симпозиума. Здесь же за значительный вклад в дело единения и взаимопонимания народов планеты, почитания предков, их великого наследия и преклонения перед культурными святынями предков в торжественной обстановке президенту Республики Таджикистан, председателю общества таджиков и персоязычных народов мира Пайванд, уважаемому Эмомали-Рахмону, был вручен почетный знак фонда Манучехри Фарханги. В завершение лидер нации, уважаемый Эмомали-Рахмон, пожелал гостям успехов в деле развития нашей богатой культуры и сладкозвучного персо-таджикского языка, дальнейшего расширения отношений дружбы между таджиками, персоязычными и другими народами мира. Чистая вода необходима для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное значение для здоровья человека. От дефицита воды страдает более 40% мирового населения, и эта цифра постоянно растет. В Таджикистане же ситуация с обеспечением чистой питьевой водой даже в самые отдаленные горные селения с каждым днем улучшается. Руководствуясь тем, что водные ресурсы абсолютно необходимы для обеспечения здоровья и благополучия людей и имеют жизненно важное значение для достижения целей в области устойчивого развития и других соответствующих целей в социальной, экологической и экономической областях, при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Таджикистане в селении Гулистон района Джами была проведена водопроводная линия на расстоянии 3230 метров. Установлена водосборная емкость объемом 28 тонн и 12 водопроводных колонок. В результате реализации этой программы чистой питьевой водой обеспечено 346 домохозяйств. Мы, сельчане, очень рады, что проблемы, связанные с нехваткой питьевой воды в нашем селе, полностью решены. На сельских женщинах лежит больше домашней работы, в том числе и обеспечение хозяйства водой. Доступ к питьевой воде дает возможность облегчить положение жительниц села. Чистая питьевая вода – это благосостояние и здоровье каждой сельской семьи. В селении Гулобот Джамуата Лулазор Дангаринского района находится 63 домохозяйства и 6 дихканских хозяйств, общая площадь которых составляет 35 гектаров багарных земель. Для увеличения роста урожайности и повышения уровня жизни населения совместно с Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан была проведена водопроводная линия на расстоянии 1717 метров. Источником водоснабжения послужил Дангаринский канал ВД-2. В селении Этарка Дангаринского района проживает 1230 человек. При поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Таджикистане сюда также была проведена водопроводная линия на расстояние 4000 метров. Установлена водосборная емкость объемом 25 тонн. В работах по проведению водопровода приняли активное участие местные жители. Реализация данного проекта обеспечила более 130 домохозяйств питьевой водой и более 50 гектаров багарных земель поливной водой, необходимой для развития садоводства.
Кроме обеспечения водой нашего селения, работниками исполнительного комитета филиала Фонда спасения Орала была проведена разъяснительная работа о бережном отношении к воде и о формировании экологической культуры среди подростков, чтобы мы с ответственностью относились к окружающей среде и природным ресурсам. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. Ожирение – глобальная проблема человечества. Избыточный вес и ожирение относятся к числу 5 основных факторов риска смерти. Ежегодно по меньшей мере 2,8 миллиона взрослых умирают по причине избыточного веса или ожирения. Кроме того, 44% диабета, 23% ишемической болезни сердца и от 7 до 41% онкологических заболеваний обусловлены избыточным весом и ожирением. Ожирение широкой подступью шагает по планете. Увеличение количества людей с избыточным весом тела принимает масштабы эпидемии мирового масштаба. Самое загадочное в проблеме ожирения – это то, что это заболевание, принимающее размеры мировой катастрофы, по большому счету является добровольным. Ожирение лечится, причем лечится довольно успешно. Это подтверждают многие специалисты. Только лечится ожирение не приемом лекарственных препаратов, а полным пересмотром, изменением своего образа жизни и структуры питания. Основными причинами избыточного веса являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Основное правило здорового питания зависит от самого человека. Чем раньше мы хорошо начинаем питаться, тем лучше будет свойство и продолжительность, качество нашей жизни. Для того, чтобы вести правильное питание, нужно соблюдать некоторые правила. Исключить все фастфуды, жирные жареные пищи, меньше употреблять сладкого и почаще заниматься физической нагрузкой. Более 6 лет Саида Муродова страдает от ожирения. Отметка на весах показывает вес Саиды более 150 килограмм. И по ее признанию это вызывает не только проблемы эстетичного вида, но у нее появились проблемы со здоровьем. Мне стало тяжело спать, ходить, вставать. Малейшая нагрузка для меня стала непосильным трудом. У меня сейчас сильное потоотделение, что тоже влияет на качество моей жизни. Я очень хочу похудеть и стараюсь сейчас изменить свою жизнь к лучшему. Для многих людей в Таджикистане неправильное питание – это не проблема, а жизненный уклад. При этом нельзя забывать, что неправильное питание является одним из факторов развития многих неинфекционных заболеваний. Фактор питания сильно влияет на сохранение здоровья, уровень заболеваемости и на продолжительность жизни человека. Важно отметить, что неинфекционные заболевания – группа нарушений здоровья, которая включает диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и травмы. В структуре общей смертности в Республике Таджикистан в том числе на эти болезни приходится около 60%. Для повышения здоровья нации принята государственная программа профилактики ожирения и здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы. Но в первую очередь стоит помнить, что несоблюдение правильного режима питания влияет негативно на нас и наших близких. Нигора Рахимова, Зоир Шоназаршо, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.